Это дом знаменитого архитектора Фридерсрайха Хунdertwasser, что-то в этом роде. Это место просто неописуемое. Встречаемся с моей подругой. Она живет в Австрии. Я, конечно, не знаток рыбных ресторанов. Добрый день, наши дорогие зрители! Команда One Travel передает вам пламенный привет из сердца Европы, а точнее из города Вена. К сожалению, это заключительная серия, посвященная этой удивительной стране и городу. В прошлых передачах мы начали знакомить вас с культурными достопримечательностями Вены, и в этой передаче мы данное приятное действие продолжим. Гуляя по Вене, мы направились в следующее место, которое считается одним из самых странных достопримечательностей Вены. Это дом Хунdertwassера. Друзья, вот мы и приехали на еще одну достопримечательность Вены. Это дом знаменитого архитектора, художника Фридерсрайха Хунdertwassера. Спроектированный художником Фридерсрайхом Хунdertwassером в соавторстве с архитектором Йозефом Кравиной, экологический дом, как его назвал сам автор, сразу бросается в глаза своим необычным внешним видом. Дом Хунdertwassера жилой, квартиры в нем занимают обыкновенные госслужащие. Архитектор дал свободу фантазии. Фасад в виде террас, 13 типов форм окон, неровные стены с хаотичным мозаичным рисунком. Стены и ниши дома украшены необычными фигурами, статуями, шарами, каменными львами и кеглями. Друзья, вы знаете, это здание оно настоящее, здесь живут люди, здесь очень много квартир. И, если честно, я не хотел бы оказаться на месте этих жителей, потому что здесь постоянное скопление туристов, здесь шумно, здесь очень много людей. Колонны – классические элементы западноевропейской архитектуры разной формы и цвета. Часть фасада украшена плющом и диким виноградом. Трава и деревья растут даже на крыше. Кажущаяся беспорядочность в пропорциях, копирование неровностей, природного ландшафта, растущие прямо внутри здания деревья выражают желание создателя дома максимально приблизить человека к природе. Это манифест о возможности гармоничного существования человека в естественных природных условиях без подавления и насилия. Экстравагантная архитектура этого здания делает это место необычно привлекательным для туристов. Даже ночью они фотографируют стены дома и беспокоят его жителей. Интересно то, что художник не принял от города гонорар за свою работу. Закончив строительство жилого дома в 1986 году, Хунdertwasser воплотил свою природную философию в еще одном похожем здании – Доме искусств, находящемся по соседству. Джаном, а что у нас на ужин? Алия. Полезные макароны. А я, дорогой телезритель, предлагаю вам пройти вместе с нами в Hündertwasser Village. Что-то в этом роде. Ну, в общем, пойдемте. В общем, они молодцы. Они рядом с домом сделали деревню якобы Хунdertwassера. То есть это деревня с магазинчиками, где продаются сувениры. Здесь можно охладиться, попить кофе, водички. Ну и просто вот в таком вот необыкновенном здании можно побыть немножко. А я поищу что-нибудь для своих детей. Любой гость или путешественник, который по воле судьбы попадает в Австрию, обязательно посетит главные достопримечательности Вены. Одним из них является дворец Бельведер, который расположился на возвышенности столицы. Вот мы и приехали к Бельведеру. Прогуляемся, солнышко, прям уже тепло. Дворцовый комплекс Бельведер в стиле барокко был построен в 1714 году. Летняя резиденция. Посмотрите на всю красоту нашими глазами.
Бельведер представляет собой летнюю резиденцию принца Савойского, который вошел в историю этой страны как величайший полководец. Дворец является не просто очередным памятником архитектуры, а настоящим шедевром барокко. Если говорить о том, какие лучшие достопримечательности Австрия имеет, то, безусловно, это Бельведер. Именно в этом месте в 1955 году была подписана Декларация о независимости Австрии. Сегодня же здесь расположилась Австрийская национальная галерея. Что является собой Бельведер? Дословно переводится как «красивый вид», и это полностью соответствует действительности, ведь раскинул он свои обширные владения на склоне холма. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на собор Святого Стефана и Вену. Нижний Бельведер – это первый дворец целого комплекса, который еще в 1716 году возвел принц Евгений Савойский. Это был успешный военачальник родом из Франции. Именно он разгромил в 1683 году турецкую армию. Год спустя, в 1717 году, было принято решение построить еще один дворец, который бы использовался для официальных приемов. Так и вырос недалеко от Нижнего Бельведера его собрат – Верхний Бельведер. В южной части парка на вершине холма предстает перед восхищенными взорами Верхний Бельведер. Он поистине великолепен, производит большое впечатление, нежели Нижний. Здесь представлены великолепные коллекции искусства 19-20 веков, которые включают в себя произведения Моне и Ван Гога, Ренуара и Шилле. Дворцовый комплекс, который расположен позади меня. Сказочный, волшебный сад. В XVIII веке, после смерти принца Савойского, был выкуплен Марией Терезией. Друзья, вы можете себе представить, что за 3 века вот именно по этой тропе прогуливались и шли к этому замечательному дворцовому комплексу очень много королевских свит. Это были герцоги, принцы и даже сама Мария Терезия. Как же прекрасно здесь гулять. Я никогда бы не смог себе представить, что именно в этом месте я буду гулять со своей супругой. Почему? Потому что в течение 3 веков и ровно 300 лет назад именно по этой дороге, по этому тротуару гуляли короли, королевы, принцы и принцессы. А в этом замечательном здании устраивались роскошные балы. А я себя чувствую королевой. Лучшее время для посещения дворца Бельведер – это лето и весна. Если путешественник будет в это время в стране, он обязан посетить также императорский сад дворца Шонбрунн. Мам, а давай мои любимые макароны. Алия не только вкусно, но и полезно. Друзья, добро пожаловать в Шонбрунн. Это основная резиденция австрийских императоров династии Габсбургов. И одна из самых красивых дворцово-парковых ансамблей мира. Бывшая летняя резиденция Габсбургов блистает роскошными императорскими залами и великолепным парковым комплексом. Когда-то здесь жили Мария Терезия, император Франц Иосиф, императрица Элизабет и многие другие. Дворец Шонбрунн относится к числу красивейших в Европе архитектурных сооружений в стиле барокко. Территория находилась во владении Габсбургов с 1569 года, а в 1642 году супруга императора Фердинанда II Элеонора фон Гонзага приказала построить на ней загородный дворец и впервые назвала его Шонбрунн. Я просто в шоке от масштабов. Вы посмотрите, как далеко. Это сколько надо было идти, гулять и ходить вообще. Обратите внимание на зеленую изгородь, насколько она величественная, так же, как и королевские хоромы. Это просто словами не описать. Я видел в своей жизни очень много разных ансамблей парково-дворцовых, но вот именно в таком масштабе, чтобы вот так вот на холме, настолько масштабно, настолько зелено, настолько красиво, друзья, вы себе просто не представляете.
Вот теперь я понимаю, почему всегда все говорят о великой династии Габсбургов. Все было у них масштабно. Дворцовое сооружение и парковый комплекс, строительство которых было начато в 1696 году после турецкой осады, были полностью перестроены после 1743 года, в эпоху царствования Марии Терезии. Сегодня, благодаря своему историческому значению, уникальному парковому комплексу и роскошному оформлению, дворец признан объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 1830 году во дворце Шонбрунн родился император Франц Иосиф. Последние годы своей жизни монарх также провел здесь. Здание дворца Шонбрунн насчитывает в общей сложности 1441 помещение, 45 из которых доступны для осмотра. Внутреннее убранство выдержано в стиле рококо. Здесь когда-то музицировал 6-летний вундеркинд Моцарт, жила Мария Терезия, заседал Наполеон, а император Карл I в 1918 году подписал акт отречения от престола, что было началом конца монархии. И по традиции я хочу бросить эту монету и загадать желание в этом месте. Обязательно посетите Австрию, Вену. Дворцовый парк Шонбрунн круглый год бесплатно открыт для посетителей и имеет на своей территории впечатляющие фонтаны, памятники, деревья и цветы, а также роскошную Глориетту, музей императорских карет Вагенбург, сад Кронпринца, сад оранжереи, лабиринт, зоопарк, павильон пальм и павильон пустыни также являются частью дворцового парка, а их можно осмотреть за дополнительную плату. Дворец Шонбрунн является самой посещаемой достопримечательностью Австрии, поэтому заранее с удобством закажите свой онлайн-билет прямо из дома, и вы избежите длинных очередей в кассу. Здесь люди, конечно, молодцы, они вот даже с коляской сюда поднимаются. Вот, ну, Аида захотела остаться внизу, но вообще меня сейчас этот подъем заменяет фитнес. Вообще супер. Смотрите, какой вид шикарный просто. Обалденный вид, а. Еще одно величественное сооружение. Пойдемте. Согласно легенде, в 1612 году император Матвей во время охоты наткнулся на красивые источники Шоннебруннен. С тех пор это место так и называется. Первое упоминание о сооружении, которое находится сейчас на месте нынешнего дворца, датируется 14 столетием. В то время поместье называлось Катербург. В 1562 году Катербург официально переходит во владение Габсбургов. Смотрите, друзья, австрийцы до сих пор не перестают вкладывать в эту резиденцию. Здесь вот до сих пор делаются дороги, максимально упрощается вообще логистика. Запустили общественный транспорт, который курсирует по всей этой территории, потому что он настолько огромный. В общем, это место просто неописуемое. Я хотел пожелать каждому из вас побывать здесь. Австрия для меня это навсегда Шонбрунн. В 1728 году император Карл VI приобретает Шонбрунн. Позже он подарил ее своей дочери, будущей императрице Марии Терезии. Правление Марии Терезии было ключевым в истории замка. Известно, что она восхищалась дворцовым ансамблем и садами.
именно при ней Шонбрунн становится центром политической и дворцовой жизни. Я, если честно, очень сильно понимаю бывшую императрицу Марию Терезию. В этот парк, в этот сад не влюбиться просто невозможно. Ура! Наши любимые макароны Алия уже готовы. Давайте ужинать и смотреть One Travel. А мы, немного проголодавшись, уже почти 3:30 дня. Мы сейчас встречаемся с моей подругой. Она живет в Австрии. Мы сейчас в замечательном рыбном ресторане на берегу Дуная. И первое угощение — это карп, получается, прям с реки Дуная. Безумно вкусно, с учетом того, что хлеб свежеиспеченный. You should try it with kren. This is called kren. It's horseradish. You eat it together with this. Oh, really? It is horseradish. Yeah, we know it. Хрен. In Russian language it's хрен. Друзья, если честно, не хочется прерываться на съемку, но тем не менее мы просто настолько проголодались, просто настолько все вкусно. Сначала мы начали с, в общем, стартом называется, это как оператив, да, дается. В общем, вот Аидка недавно рассказала, небольшая рыбка. Сейчас нам принесли салаты, причем салаты очень здесь такие интересные, у нас в Кыргызстане, например, так не дают. То есть это, смотрите, это капуста, капусточка, она в разной форме нарезана, это листья салата, здесь огуречки, причем, смотрите, они очень так интересно разрезаны, немножко вот такая картошечка, да, и все это поливается соусами, это оливковое масло и это бальзамический соус. В общем, в миксе это получается очень интересно, очень вкусно. Сейчас мы ожидаем все-таки основное наше блюдо, именно которое было отловлено вот с этой реки, прям с Дуная. Мы в предвкушении, потому что мы очень голодные. В общем, этот ресторан называется Уферхаус, что дословно переводится как ресторан на берегу. Он был построен в 1936 году, то есть практически скоро будет уже век, то есть сейчас примерно, без 2 лет, 90 лет получается, 88 лет этому ресторану. Вообще говорят, что в Вене и в Австрии все знают этот ресторан. Оказывается, вот дед хозяина, он был очень таким профессиональным рыбаком, и когда ловил рыбу, его супруга готовила настолько вкусную рыбу именно по сербскому методу. Мы спросили, а какой он сербский метод, сейчас мы узнаем, друзья, вместе с вами. Вау. Так, ножик бери. Ой, прям целый стейк. Да, ты же полюбишь фоткать вот эти свои. Самат фуд. Garlic butter. Wow. Yeah, you put this on top of this and on the chips. Смотрите, друзья мои, принесли только что карпа. Во-первых, вот как его так вот очень аккуратно разрезали, я, во-первых, если честно, может быть, я, конечно, не знаток рыбных ресторанов, но такое я не видел никогда. Смотрите, сверху вот дается специально вот такой вот чесночное масло, которое сейчас мы обязательно его полностью пройдемся по стейку, по рыбе. И вот смотрите, и, конечно, вечером нежелательно картошку кушать, но тем не менее, видимо, она тоже здесь очень интересно сделана. В общем, нам приятного аппетита. А мы всем вам рекомендуем обязательно посетить этот ресторан в Вене.
Друзья, на этом наша серия про Австрию подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно. А мы уже готовим вам выпуски про следующую страну. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях. Берегите себя. Пока-пока. Для принца того... Для... С ее сыном Иосифом II императором. Не, что-то много сказал. Прогуливалась вся знать. Давай я скажу. Подожди, там ляп будет, подожди. Может, ты с этим мало называла? В переводе означает, что на австрийском, что нас шестой приобрел Шонбрун. Приобрел Шонбрун. Время можно сравнить с Джаргалчахом. В своем движении оно перемалывает все, а мы лишь пытаемся успеть собрать самое ценное. Время меняется, как и меняется сама жизнь, но сохраняется от поколения к поколению самое важное. То, что делает нас счастливыми, то, что во все времена было и всегда будет самым ценным. Алия. Теплота и забота в каждом доме.